честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с 28 января этого года по Республике Саха-Якутия был дан старт эстафете «Знамя Победы», которая, начавшись с Мегино-Кангаласского улуса, гордо шествовала по всем районам нашей республики. Сегодня, 8 мая, с городского округа Жатай, завершив свой путь, эстафету принял городской округ город Якутск. Священное знамя Победы глава городского округа город Якутск Евгений Николаевич Григорьев передает знаменной группе для торжественной церемонии поднятия на площади Победы в столице нашей республики, город Якутск. Саха Республикатын Кин Кората Джокускай Кыайы Болоссата. Столица Республики Саха-Якутия, город Якутск, площадь Победы. Командует заместитель военного комиссара Республики Саха-Якутия полковник Алексей Леонидович Рыжавский. Внимание! Смирно! Равнение на знамя Победы! Священную реликвию Победы в Великой Отечественной войне внести! Знаменную группу возглавляет старший лейтенант Алексей Дмитриевич Трифонов, старший инженер отделения измерительного пункта войсковой части 14129. Символ Знамени Победы несет старший лейтенант Павел Андреевич Кемаев, начальник отделения измерительного пункта войсковой части 14129. Ассистенты капитан Владимир Владимирович Гусейнов, начальник отделения измерительного пункта войсковой части 14129 и старший лейтенант Кайрат Маратович Ажигалиев, начальник станции измерительного пункта войсковой части 14129. Знамя Победы, штурмовой флаг 150-го ордена Кутузова второй степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженной 1 мая 1945 года на куполе здания Рейхстага в городе Берлине военнослужащими Красной Армии Михаилом Егоровым, Мелитоном Кантария, Алексеем Бевестом. Под этим знаменем проливали кровь за Родину наши деды и прадеды. Время меняется. Меняется государство, его символика, но Знамя Победы неизменно. Знамя Победы – это государственный флаг страны-победителя. Пусть он продолжает гордо развиваться, олицетворяя чистоту, преданность и храбрость, служит непреложным нравственным ориентиром всему человечеству. В целях увековечивания народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, вознаменование заслуг воинов, вооруженных сил и тружеников тыла перед Отечеством и в знак благодарности
и гордости потомков победителям фашизма в республике Саха-Якутия начинается торжественная церемония поднятия знамени Победы, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Символ знамени Победы поднимают заместитель военного комиссара Республики Саха-Якутия, полковник Алексей Леонидович Рыжавский и подполковник Владимир Валерьевич Леоненко, начальник измерительного пункта войсковой части 14129. Взвейся, знамя Победы, слышу голос из бездны. Здесь победный наш стяг. Мы под знаменем красным шли бесстрашно вперед за любимую Родину, за советский народ. Пусть же знамя Победы дальше идет. С вами прадеды, деды, пусть оно единит. Это важно сегодня для тебя, для меня. Вспоминаем героев мы, скорбя и любя. Слово предоставляется заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Георгию Михайловичу Степанову. Дорогие якутяне, дорогие участники торжественной церемонии поднятия символа нашей победы — Красного Знамени Победы.
Ровно 4 месяца тому назад глава нашей республики Айсен Сергеевич Николаев в селе Майя Мегино-Кангаласского улуса, на родине первого героя Советского Союза из народа Саха Федора Кузьмича Попова, дал старт эстафете Красного Знамени Победы. И за прошедшие 4 месяца Знамя Победы проехало, пролетело, проплыло все муниципальные образования, все города нашей республики и объединило всех якутян в преддверии великой победы в Великой Отечественной войне. Сегодня каждый из нас от мала до велика чувствуем признательность тем павшим героям, тем вернувшимся с полей ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, которые ковали победу в 40-х годах прошлого столетия. Именно им мы сегодня обязаны нашей счастливой жизнью. Именно им мы сегодня обязаны нашей свободой и независимостью. Именно им мы обязаны, что имеем такую возможность жить и творить в 21 веке. Красное Знамя Победы, поднятое 1 мая 1945 года над поверженным Рейхстагом, стало вечным символом победы советского народа в этой жесточайшей войне. Войне, которая унесла 27 миллионов жизней советских граждан. Войне, которая навсегда изменила нашу страну, наше общество и нас с вами. И сегодня наша с вами святая обязанность и святой долг помнить о тех, которые никогда не вернутся с полей сражений, помнить о тех жертвах, которые были принесены на алтарь Победы. И самое главное, чтобы эта память всегда жила в нас и в наших потомках. Только покуда мы помним наших героев, только покуда мы свято чтим их имена, ценность нашей победы не померкнет никогда. И сегодня Красное Знамя, водруженное над столицей нашей республики, всех объединяет, всех призывает помнить и гордиться нашими великими предками. Слово предоставляется заместителю председателя Государственного собрания Иль-Тюмень, председателю Комитета по делам военнослужащих, ветеранов боевых действий, вопросам патриотического воспитания и общественных организаций Александру Григорьевичу Подголову. Дорогие якутяне, уважаемые товарищи, сегодня мы присутствуем не только на красивом и торжественном церемониале поднятия Знамени Победы, но мы с вами и являемся участниками необходимого сейчас участия поддержки наших ребят, которые сейчас находятся на СВО. Потому что когда мы вспоминаем наших победителей в Великой Отечественной войне, тем самым мы посылаем свою поддержку и надежду на победу ребятам, которые сейчас воюют за нас. И я призываю всю молодежь, которая здесь находится, чтобы мы чтили это знамя, потому что это символ и реликвия людей, которые отдали свои жизни. Это не только те, которые 27 миллионов погибли, но это и знамя людей, которые вернулись с победой. Это наши матери, деды и бабушки, которые во время войны в тылу завоевывали эту победу. И в конце своего выступления я хочу вас еще раз поздравить с нашим великим праздником, праздником Победы. Здоровья вам всем и любви! Слово предоставляется главе городского округа город Якутск
Евгению Николаевичу Григорьеву. Өктабыллах, тәрәхін кыттатшылары, бүгін бейге Жукусай коракка болары тұрар ағуын сыллағы өрігөйдіқ ұлы күйігі юбилейніне бір сүрін сүді бұғы болла, бұ сақа сірігері болбаққа Модун Россия үдінен бартынан болтырар акция кыттамыд бейге әдері көлін өбітін оғылыр бұтын сығырабыт кимдомны лоқтақ, тоқтымны лоқтақ. Бейеқа сақамығар бұ сәрі хүрді ақуақнақ сулақтық аспыта. Иннегідан қаз бір дебет. Оннан тұғынша әрегіл бүт жонар бұтын өді жақтақпыт. Манна тылға оннан тұғынша қоргуян ачықтаны жөл бүтін ұмнықтақпыт. Өрүтін өді жақтақпыт. Онна сүрақ бетер жақтақпыт. Уважаемые участники акции, дорогие жители города Якутска. Сегодня наш город в преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне, Дня Победы, происходит очень важная акция водружения Знамени Победы. В этой акции ежегодно участвуют дети города Якутска. Это важное явление для всех ныне живущих по передаче нашего генетического кода победителей. Мы всегда должны быть благодарны поколению победителей и созидателей, которые ценой своей жизни, лишений обеспечили победу и процветание нашей стране. Мы никогда не должны забывать это. Я очень надеюсь, что сегодня стоящие дети через много лет будут также проводить перед детьми эту церемонию, которая является нашим генетическим кодом. С наступающим Днем Победы! Никто не забыт, ничто не забыто. Вас поздравляет вокальный ансамбль сотрудников МВД по Республике Саха-Якутия, служба 02, художественный руководитель Юта Стрекаловская, солист, артист хора Государственного театра оперы и балета Василий Финигин. Среди пороха и пламени времен шли к победам сухопутные войска, и ни чести не роняли, ни знамен с первой битвы гренадерского полка. Есть стальной в пехоте прочности запас, каждый бой идти за родину готов, и похожим хочет стать любой из нас на суворовских и жуковских бойцов. И реет над нами гордое знамя. Пусть дорога нелегка, но пройдут, громя врага, сухопутные войска. Идет пехота, пехота, пехота. Такая вот, солдат, у нас с тобой работа. Отчизну защищать, сражаться, побеждать. Вперед труба зовет, вперед пехота, пехота, пехота. Надежней нет Россия у тебя оплота. Веками закалялись мы и стали, победное слово за нами. Вперед! Пехота! Вперед! Пехота! Вперед! Пехота! Вперед! Пехота! Победное слово за нами! Нам доверены броня и автомат, и бескрайние родные рубежи. Заслоняй свое отечество, солдат, и доверием России дорожи. И реет над нами знамя победы. Пусть дорога нелегка, но пройдут, громя врага, сухопутные войска. Вперед, пехота, пехота, пехота. Такая вот, солдат, у нас с тобой работа. Отчизну защищать, сражаться, побеждать. Вперед, труба зовет, вперед.
Пусть Россия у тебя плода, веками закаляй мы станем. Победное слово за нами, победное слово за нами, победное слово за нами. Убастабыллах Жокунскай город олық тоқтыры. Ағадой дулу сәритін саллаттара, сәри бетеренлere, köyünü ülenen uhan sıvıt, dıl beterenlere. Saka serin barı олық тоқтыры, бар жоммут. Ehigini, ulu köyü, өрөгөйдөк брахиннигынан, әғір дәлибет, әхие қачаген, дору бұяны, ухун үйені, ырас қалланы, жолу соргуну, нус батчы, чөл олығу бағарабыт. Примите самые искренние поздравления с великим праздником, Днем Победы! День Победы всегда будет символом нашего национального триумфа, народного единения, воинской славы и трудовой доблести. Желаем вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких. На этом торжественная церемония поднятия символа Знамени Победы в честь 80-летия Победы завершена. Уважаемые участники церемонии, дорогие горожане, приглашаем вас на общее фотографирование.